имени Джипар сообщила, что Министерство иностранных дел разработало концепцию международной диалоговой платформы по Крыму. Об этом, вы помните, говорил и Дмитрий Кулеба на встрече со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине. И мы говорили, собственно, и с вами в этой студии про эту платформу, но вот сейчас разработана уже концепция. Пока что мы не знаем, что именно она предусматривает, но что это может быть? Ну, во-первых, это должен быть очень четко сформулированный вот той порядок денный, про который говорит именно Джипарова, то есть некая повестка дня, в которой есть четкая позиция. Крым оккупирован Российской Федерацией незаконно. Второе. Есть четкие очевидные нарушения прав человека. Есть целый ряд исков, которые поданы и Украиной, и отдельными гражданами Украины против Российской Федерации за те преступления, которые она совершает в Крыму. И должна быть проработана совместно с нашими международными партнерами повестка дня, которая формирует программу действий. Что мы можем делать в ближайший год, в ближайшие 3 года, в ближайшие десятилетия для того, чтобы территория Крыма была деоккупирована и Российская Федерация оттуда ушла. Ну, то есть правильно ли я понимаю, что это не такая платформа из серии нормандского формата, да, это платформа более широкая, с участием различных международных организаций, ООН, Европы, ПАСЕ и так далее? Я считаю, что Организация Объединенных Наций обязательно должна быть там. Конечно же, ПАРЕ должно быть там, ПАСЕ. И ОБСЕ вполне возможно также, как та организация, которая может присутствовать в Крыму и в том числе фиксировать и нарушения, которые осуществляет Российская Федерация против отдельных граждан и, в целом, будем говорить, народа.